gitti sonamadım. Jilpir qonat qog'ini Muңсуланып qarab uzatib qoldim Qabat qo'ytuların sağınıp Muңсуланып qarab uzatib qoldim Qabat qo'ytuların sağınıp Qo'zlari gitti sonamadım Bilib turam barda qaytmasin Olib gitti kuchli jil uyurime Yiroqlashgan qo'zlar tovushim Olib gitti kuchli jil uyurime Yiroqlashgan qo'zlar tovushim Разные народности, кумыки, зигульки, ну то есть разные народности, чтобы гагаузы должны были подойти, еще раз тоже подойти выступать. У нас сегодня рабочий день, поэтому люди подтягиваются немножко тяжело, поэтому мы решили с организатором РФН перед началом конференции показать, продемонстрировать фильм, и РФН будет их комментировать. Вот, в течение короткого времени, минут 10, мы вам покажем сейчас фильм. Тогда Гайя Финли, пока люди будут подходить. Да, спасибо. Ну, для начала я хочу представиться. Меня зовут Искандер Гарахметович. Я являюсь председателем общественной организации Фонд развития мусульманских народов. Ну и большую часть своей деятельности посвящаю именно татарской общине, потому что здесь у нас большие проблемы, потом я сам татарин. Вот. Значит, вначале мы хотели бы вам показать некоторые наши вот фильмы документальные. Да, вот, к сожалению, татарское общество как-то у нас вот от автономии отделено, но между тем мы хотим вписываться в нашу культурную жизнь Москвы, мы хотим активно участвовать в московской жизни. Но вот с большими трудностями, вот мы свое слово, свое «я» показываем. Вот, пожалуйста, прошу сейчас продемонстрировать отрывки из наших фильмов, которые висят на сайте МТС.ру. Но прежде всего давайте посмотрим фильм «Бессмертный полк». Вот. Өлімсіз полк. Вот так называется. Это было снято 9 мая. Бессмертный полк в татарском исполнении. Развитие. Это был всеобщий праздник, и татарский народ не мог от этого праздника как-то отвернуться. Вот мы решили по собственной инициативе, вот собрались. Некоторые из присутствующих здесь сидят в зале. Да. Некоторых вы можете узнать, да. Смотрите, как хорошо Марс Сайдашев вписывается в наше настроение. Марс Красной Армии Олега Сайдашева. Вот это наши отцы, фотографии. Подоживай. Я
Я надеюсь, что в этом году мы соберемся еще большим коллективом. Вот. Это наш великий поэт Ашкин Сатар, который сидит рядом с нами. Bizcasiz kış aldan, cihan boylap jilgen atlarım, sizin bilen ömür son içip, aradıkka çapran çaplarım, tüyecekке çapran çaplarım. Sizin yurtta yazı jilyen ise, halkımız gene Kırhaniye, baş müdüre Bulgar tadarım, ufak müder Batır tadarım. Перевод на русский. О, где вы, кони, быстрые, как ветры, серебряные наши стремена, в давние заморские рассветы, в наши золотые времена. Пригоден для меня, у наших коней, канувшие в лету, а ты щерс, носившие меня. Ну, на этом можно остановить тогда уже, потому что фильм большой, на 25 минут, это вы можете на сайте mtss.ru посмотреть, да, дальше там продолжение, там есть и представители других народов, вот, участвовали в нашей там передаче. Но следующий фильм, вот Донецк, поставьте, пожалуйста. Вот мы как-то здесь проводили в доме Асадулаева, вот, на этом празднике выступал муфти Донецка. А вот, как известно по истории, татары очень много в 30-е годы уехали в Донецк. Вот. И там много татарских семей, потомственных шахтеров. И вот связь с нашими земляками как раз из Донецка. Вот живая связь. Понимаете? Вот мы пытаемся установить связи вот так вот, внутренние такие, на нижнем уровне, понимаете? Так можно немножко прокрутить, потом дошли разговор, да. Вот он рассказал о положении в Донецке. К сожалению, в прошлом году нам не разрешили провести такое мероприятие. Вот, по вине руководителя автономии. Вот чаепитие здесь у нас, бараны, как всегда, хлопу сделали. Вот дальше вы увидите здесь вот. Да, вот здесь вот интересно, вот, он рассказывает здесь, ну да, вот вопрос тут. Еще дальше. Вот здесь как раз вот покажу, очень интересно. Вот детская школа изобразительного искусства. Посмотрите, что рисуют наши дети. И звучит песня шахтерская, вот эта, донецкая, татарская народная песня. Шахта. Ну, поглядите на рисунки. Это муфти Альберт Садрян. Для нас не пустой звук, правильно? Это часть нашей Родины. Вот это все наглядно показывает, что мы здесь не посторонние, и это не чужое для нас, люди, чужое государство. Ну вот и так далее. Ну и дальше там, следующий фильм покажите, там вот про кресты, вот там это самое, там. Вот тема, допустим, тоже. Вот в Польше нашли братское захоронение.
Да? Братское захоронение солдат, которые погибли там в гражданской войне. И решили поставить над всеми крест. Но почему крест? Ведь там среди них были мусульмане. Вот. Вот. И по этому поводу пришлось тоже выпустить вот такой фильм. И, к сожалению, из Министерства культуры мы опять получили какой-то ответ, что это традиция. Традиция советских России. Ну, видите, представители другой веры. Вот. Вот видите, братские могилы, нигде нет крестов. Видите? Обычно могилы. А больше надо вот поставить. Вот. Разногласия. Он касается эпизода общей истории стран, который на первый взгляд вообще не должен был вызывать никаких споров. Некоторое время назад Россия запросила польских властей разрешение увековечить память красноармейцев, погибших в плену под Краковом в начале 20-х годов прошлого века. И вот сегодня из Польши последовал отказ. При этом аргументы российской стороны о том, что мемориальный знак не носит политического характера, это лишь дань памяти погибшим, польская сторона слушать не стала. Ну, больше поляки совершенно справедливо потребуют, значит, кто там? Этот памятник в виде креста в память о погибших пока еще только в эскизе, а воевода Ежи Миллер уже определяется. На Рокоицком кладбище в Кракове захоронение пленных красноармейцев времен военных столкновений с польскими войсками 19-21 годов прошлого века. Но глава малопольского воеводства предлагает еще проверить и задокументировать все национальности погребенных здесь со времен начала Первой мировой войны и с установлением памятника именно закупленным красноармейцам не торопиться. Памятник советским солдатам, погибшим в польском плену в 19-21 годах, был поставлен на месте их захоронения в инициативе Российского военно-исторического общества. Вот такие моменты, понимаете, вот все наши отношения. Понимаете, нам надо каким-то образом достучаться до наших чиновников, чтобы они в конце концов поняли, что наш народ, чтобы свою конституцию прочитали. Там написано, мы многонациональный народ Российской Федерации. Территории Польши сгинуло Вот по Дениса подсчетам от Кучера, 60 до 100 тысяч советских военнопленных. Они погибали в нечеловеческих условиях польских, ну назовем эти вещи своими именами, концентрационных лагерей. Абсолютно. И всю эту ситуацию нужно внимательно проанализировать. Краков всегда почтительно относился к памяти погибших солдат. Наши власти, например, заботились о советских захоронениях времен Второй мировой. И сейчас мы не должны отказываться от идеи памяти. Но памятники польским солдатам в России как раз ставят. Именно российская сторона с большим почтением относится Ну, посмотрите, как сделано в картине. польских воинов хранится бережно. Вот здесь Содержание картинка. польского захоронения и общем Пожалуйста. находится в образцовом состоянии. Толерантно, правильно? Уважительно. Но почему мы, российское государство, требуем креста? Выражалось в благодарственных отзывах. Польская сторона мотивирует временный отказ необходимостью новых исследований национального и классового состава похороненных на Рокоицком кладбище солдат. Вот такие вот вещи. То есть у нас есть государственные такие проблемы, которые, в принципе, должны быть разрешены, чтобы у нас не создавалась внутренней напряженности в стране. Тем более, это проблемы созданы на пустом месте. Ну, как, например, Куликовская битва. Уже доказано историками, все. Там с двух сторон татары бились с татарами, да, значит. И Иван, князь Дмитрий Донской, да, князь Дмитрий Донской помогал Тохтамышу для того, чтобы установить конституционный порядок против темника Мамая, который хотел этот порядок нарушить. И который снабжался, кстати говоря, этими самыми католическими предпринимателями. Вот, с Феодосией. Вот видите как. А вот этот праздник считается государственным. День, и там же сформулировано в федеральном законе о том, что это памятник, значит, русских войск над ордынскими войсками. Вот как можно так делать? Значит, такие вещи должны быть устранены в государстве. Для этого и существует татарская общественная организация, татарская автономия и вообще вот все мы общество. Ну вот еще вот, а мы все Джалили, пожалуйста. Вот, это фильм сделан вот Рафисом Салиховым, как раз. Это 110 лет. После Джалили мы сейчас все отмечаем, вся наша страна. Это герой, да, которым гордился мы, татарский народ, и гордится вся Россия. Вот.
Вот какие у нас есть ребята для этого. Вот. Hürmetli mezkebiler hem boş kılavuz kунатлы, кадерлі милләттәшләр. Сегодня мы собрались, чтобы торжественно открыть памятник выдающемуся татарскому поэту, герою Советского Союза Мусе Джалилю. Автор богатого поэтического наследия Муса Джалиль стал для многих поколений примером мужества и героизма. Не только его поэзия, но и его жизнь и трагическая судьба являются образцами стойкости и неукротимой воли к борьбе. Мои песни, в душе я взрастил ваши всходы. Ныне в отчизне цветите в тепле, сколько дано вам огня и свободы, столько дано вам прожить на земле. Вам я привез свое вдохновение, жаркие чувства и слез чистоту. Если умрете, умру я в забвенье. Будете жить, с вами жизнь обрету. В песне зажег я огонь, исполняя сердце приказ и народа приказ. Друга лелеял, песня простая, песня врага побеждала не раз. Низкие радости, мелкое счастье я отвергаю, над ними смеюсь. Песня исполнена правды и страсти, тем, для чего я живу и борюсь. С последним дыханием жизни выполнит твердую клятву свою. Песни всегда посвящал я отчизне, ныне отчизне я жизнь отдаю. Пел я весеннюю свежесть почуя, пел я, вступая за мною в бой. Вот и последнюю песню пишу я, видя топор палача над собой. Песня меня научила свободе, песня борцом умереть мне велит. Жизнь моя песней звенела в народе, смерть моя песней борьбы прозвучит. Только открытие памятника в Москве, Мусе Джалилю. Пожалуйста, достаточно. Ну вот такие вот вещи, да, вот мы хотим вписаться, но, к сожалению, не можем иногда, вот, понимаете, вот нас не воспринимают иногда властные структуры, иногда нас они опасаются чего-то, понимаете, вот мы мусульмане, мы такие-сякие, понимаете, а на самом деле мы обычные граждане этой страны, и мы хотим, чтобы она была лучше и красивее с каждым годом. Вот, это вот как бы иллюстрация нашей деятельности. Ну а теперь, значит, возможно, значит, вот мы дадим слово Рамазану Алпауту, который расскажет о языках тюркских народов сначала. Как вы считаете? Может? Да, можно. Вот, а потом уже мы продолжим. Это Рамазан Алпаут, председатель общества Кумыкла, Кумыки, наш родственный народ. Пожалуйста.
Кавказском направлении. Кстати, очень активная организация, достаточно. Иногда проводит свои мероприятия в нашем татарском доме. Лаева. Ассаламу алейкум, мархаба. Добрый день. Меня зовут Рамазан Алпауд, ударение на Алпауд все-таки. Я представляю московскую кумыкскую организацию Кумукла. Мы тюркский народ, как вы знаете, но сегодня я буду говорить не только о кумыках. Дело в том, что у нас уже, можно сказать, сложилась определенная традиция в Москве делать общие проекты не только в своем кумыкском сообществе, но и вместе с Карачаево-Балкарской, крымско-татарской, ногайской и с московскими татарами, как было уже отмечено. Мы делали кумуки часы как в татарском доме, и очень много народу пришло, не только кумыков, но и татар в том числе. Это было довольно интересно и весело. Сегодня я хотел бы, в силу того, что я был проинформирован, что мероприятие посвящено языковым правам, я в свою очередь довольно долго занимаюсь языковыми правами в части международных конвенций, которые обеспечивают защиту национальных меньшинств в части их языковых прав. Сегодня мне хотелось бы сначала обрисовать некую ситуацию, которая сложилась с кумыкскими, ногайскими, карачаево-балкарскими, крымско-татарскими языками, а затем поговорить о конкретных инструментах, которые могли бы помочь для развития, для сохранения и развития наших родных языков. Я заранее отмечу, что для меня, как для социолингвиста и человека, который интересуется лингвистикой не в последнюю очередь, я рассматриваю тюркские языки так или иначе как вариации, литературные нормы, разные литературные нормы одного языка. Особенно российские тюрки, особенно те тюрки, которые являются мусульманами. И Гаяр Ага может подтвердить, когда мы делали языковые конкурсы в ходе Кумуки часы в татарском доме, очень часто слова угадывали, кумыкские слова угадывали не сами кумыки, а московские татары, поэтому язык у нас действительно очень похожий. Если говорить о том, где распространены языки, о которых я говорил, это прежде всего Республика Дагестан, где представлен кумыкский. Это самый большой тюркский язык не только в Дагестане, но и на Северном Кавказе. В Дагестане также представлен ногайский язык и представлен на юге Дагестана около 130 тысяч носителей азербайджанского языка, который значительно отличается от литературной нормы азербайджанского языка и больше тяготеет к кыпчакским традициям. Кумыкский, мы скажем чуть позже, на самом деле это не совсем в чистом виде кыпчакский язык. Если говорить о других республиках, где распространены тюркские языки, это Республика Чечня, откуда я, собственно, родом. Там тоже самый большой тюркский язык — это кумыкский, потом идет ногайский, и, как ни странно, там есть татарский, гребенские татары, которые их литературная норма довольно сильно отличается от казанской, но при этом это взаимопонимаемые языки. А также из категории новых мигрантов, я бы сказал, турки-месхетинцы, которые тоже представлены одним селением в Чечне. Если идти дальше в сторону Запада, то весьма немногочисленные представительства тюркских народов есть в Ингушетии, многочисленное представительство есть в Ставропольском крае, это прежде всего ногайский язык. Дальше западнее в Кабардино, Северная Осетия, Моздокский район,
сильно и динамично развивается кумыкская община, которая чуть ли не быстрее всех растет в численности. И также проживают турки-месхетинцы. Дальше идем в сторону Кабардино-Балкарии, где в Терском районе представлены кумыки. Дальше в Балкарии, по сути, основным языком является балкарский. И если дальше еще идти, то в Ставропольском крае, я забыл упомянуть, есть для Ставропольского края, особенно рядом с Кисловодском, традиционным языком является карачаево, балкарский язык. Там представлена довольно значительная карачаевская община. И непосредственно Карачаево-Черкесская республика, где большинство, я имею в виду, среди этнических групп составляют карачаевцы, и, соответственно, карачаевский язык является одним из государственных языков этой республики. Если говорить о языковых правах, то, наверное, нужно отметить прежде всего правовую составляющую этого вопроса. Если вернуться в сторону Дагестана, то здесь сложилась довольно интересная ситуация с официальными языками Республики Дагестан, потому что в Конституции этой республики закреплено, что официальными языками Республики Дагестан являются русский и другие языки народов Дагестана. С точки зрения правового восприятия этого выражения, вы сами понимаете, что это, в принципе, ничего не означает. То есть языки народов Дагестана. А какие языки являются языками народов Дагестана? Ни один документ не регламентирует, какие все-таки языки являются официальными языками. Но при этом очень часто в заявлениях государственных служащих делаются, они обрисовывают ситуацию так, что они приводят какой-то список языков, которые входят в число официальных языков Республики Дагестан, но юридически это ничего не означает. Если говорить о том, где представлены тюркские языки в Республике Дагестан, то тут надо отметить, что это прежде всего образование. Но вы, наверное, удивитесь, потому что в Республике Дагестан, в отличие от поволжских республик, родные языки в принципе не являются языками преподавания или языками обучения. То есть они, как правило, преподаются либо как обязательный предмет кумыкский язык, кумыкская литература, ногайский язык, ногайская литература, азербайджанский язык, азербайджанская литература. Но ситуация с ЕГЭ, я знаю, что для татарской общины это довольно такой болезненный вопрос, потому что я сам недавно писал по татарскому языку статью о том, как ЕГЭ мешает татарскому языку в России, потому что дело в том, что с татарским языком обучения довольно много школ в Российской Федерации, прежде всего в Татарстане. Это около 1000 школ, которые обучают на татарском языке, и где русский язык и литература представлены как предметы. И представьте себе ситуацию, когда человеку нужно сдавать ЕГЭ, и он может по законодательству сдавать его только на русском языке. То есть человек 4 года изучал физику на татарском языке, а на выходе он должен его сдавать на русском языке. То есть это, конечно, является таким демотиватором для татарской общины, который приводит к тому, что дети уходят из татарских школ в русские школы, в русские в плане, где язык преподавания русский, потому что, в принципе, получается, они попадают в ситуацию, когда на выходе они получают хуже оценки, да, потому что они обучались на татарском языке. Такая ситуация абсолютно не характерна вообще для всего Северного Кавказа. Нет ни одного языка, наверное, который бы был языком обучения. Есть определенное количество начальных школ,
где все предметы преподаются на родном языке, но эта традиция тоже утрачивается в силу того, что национальные языки, родные языки, они становятся чем-то таким непрестижным, чем-то ненужным, дополнительным и так далее. И уже доходит до того, что родители сами приходят, пишут заявления, или если они не пишут, их уговаривают директора, чтобы вместо родного языка пусть добавляют дополнительные часы английского языка. Хотя, честно говоря, это такой очень странный подход к делу, потому что дело в том, что я, собственно, занимался, вы, наверное, слышали про такой проект Совета Европы и Еврокомиссии совместно с российскими властями. В ходе этого проекта мы изучали ситуацию в России, насколько Европейская хартия региональных языков или языков национальных меньшинств и ее положения могут быть применены к российским реалиям. И в ходе этого проекта мы очень часто общались, в том числе с европейскими экспертами, экспертами Совета Европы, которые не первый год занимаются языковыми правами. Они, в принципе, во всех странах Совета Европы проводят определенную активность. И очень часто можно было увидеть, как они удивлялись такому подходу, что люди не хотят изучать свой родной язык, предпочитают изучать английский. Хотя для европейского мышления это, конечно, такой нонсенс, и они не совсем воспринимают людей, которые себя ощущают какую-то там, то есть у них нет собственного «я», они не хотят знать свою историю, свой язык и так далее. Для европейского мышления это, конечно, довольно странное поведение. Что касается других сфер, где представлены языки, на самом деле я говорил про кумыкский язык, но абсолютно такая же ситуация с болгарским языком, абсолютно такая же ситуация с ногайским языком, такая же ситуация с карачаевским языком, несмотря на то, что карачаевцы доминируют в республике по численности, и просто нет понимания того, что родной язык должен быть чем-то важным, а не просто чем-то дополнительным. Что касается СМИ, то в СМИ они тоже представлены, в основном государственных СМИ. Я могу судить по тем же кумыкским, которые я читаю, иногда даже публикуюсь. Мне представляется, что на самом деле проблема того, что падает все время количество, тираж газет, это все обусловлено тем, что этнические СМИ, региональные СМИ, скажем так, на родных языках, они как-то застряли в советском периоде. То есть сама манера подачи информации, сам дизайн газет, они довольно такие, больше напоминают газеты из моего детства, которые не читались, а использовались для того, чтобы завернуть какую-нибудь посылку. И в этом смысле, конечно, очень важным фактором является понимание того, что мы должны идти в ногу со временем, и мы должны завоевывать новые пространства. Этого понимания нет, по сути, ни в одной республике Северного Кавказа. С крымско-татарским языком немного иная ситуация. Дело в том, что если говорить о северокавказских, тюркских языках, то там более или менее с информацией все ясно. А вот с крымско-татарской общественностью мне пришлось провести небольшое анкетирование перед выступлением, которое показало довольно неоднозначность крымско-татарского вопроса с точки зрения языка, потому что даже численность крымско-татарского населения в Крыму, она разнится в разных источниках, причем кардинально. Если говорить о переписи, то крымских татар в Крыму 229 тысяч
чуть больше 229 тысяч человек. В ходе моего опроса гораздо чаще среди общественников крымско-татарских гораздо чаще фигурировала цифра 500 тысяч человек. При этом, как заявляют сами общественники крымско-татарские, всего лишь около 70% крымско-татарского населения владеют так или иначе родным языком. Вопрос с владением и уровнем владения родных языков среди северокавказских, скажем так, тюрков Северного Кавказа и Крыма, более обобщенно, да, это довольно сложный вопрос, но он актуален и для татарского, и башкирского, и других, и не только тюркских языков. Дело в том, что при переписи часто используется формулировка «владеете ли вы или не владеете». Это, конечно, не показатель абсолютно. Потом выявляются определенные цифры, что такое-то количество сказал, что они владеют, а такое-то количество не владеют. Опять же, нужно, наверное, как-то перенимать опыт европейских стран, где эти опросы делаются более немного иначе, потому что владею, не владею, это, конечно, не совсем объективный показатель. Прежде всего, надо разделить письменный язык, устный язык, умею ли я читать, писать, потом есть бытовой язык, есть профессиональный язык и так далее. То есть такого разного подхода к оценке уровня владения языком нет. В Российской Федерации вообще, в принципе, не по отношению к любым народам нет такой градации. Да, градации. И мне кажется, что стоит все-таки изменить этот подход и больше делать уклон на то, чтобы была такая градация, и это будет более объективным показателем. И сегодня, если мы имеем в статистике 81% кумыков владеют кумыкским языком, то при ином подходе мы получим абсолютно другие цифры, они будут гораздо ниже. Потому что, несмотря на то, что кумыкский является одним из старописьменных языков, утрачивается эта традиция письменности. Я думаю, что с татарским такая же ситуация. По крайней мере, те мои сверстники, с кем я общаюсь, в том числе и в Республике Татарстан, гораздо чаще используют русский язык при переписке, чем родной язык. Хотя, в принципе, кумык и казанский татарин спокойно могут переписываться на родных языках, и это не будет особой проблемой. Я бы попросил слайды. Вот, собственно, если говорить о том, что представляют собой тюркские языки Северного Кавказа и Крыма, то очень давно и очень долго наука относит эти языки исключительно к кыпчакской подгруппе, хотя на самом деле это не так, потому что тот же кумыкский с передним «г», ёканьем, будущее времени на «жак», «жек» и так далее. И вообще очень много угузских традиций, где-то 40% кумыков так или иначе происходит из угузских племен, поэтому это отразилось в литературной норме. Поэтому говорить о том, что вот эти языки, крымско-татарский там уж подавно, потому что ялопойский диалект крымско-татарского – это фактически староосманский язык. Есть, конечно, и ногайский диалект, есть горное население Крыма, которое говорит на такой срединной между кыпчакской и угузской. Но в целом, если подходить к этим языкам, то стоит отметить, что эти языки находятся как раз вот там, где сливаются вот угузские и кыпчакские субстраты. Следующий слайд. Собственно, этим и обусловлено то, что я расскажу, наверное, два очень таких коротких случая. В прошлом году крымские татары и кумыки вместе выступали в
в казахском конкурсе «Алтын Күз», вокальный конкурс. И мы, естественно, пришли туда большой нашей компанией, кумыкской, крымско-татарской, и сели все компактно в одном месте, и люди, услышав, что мы говорим на одном языке, сзади начали общаться между собой, обсуждать нас и говорить, что и на казахском говорят, что они, наверное, турки. На что мы повернулись и сказали, что мы вообще-то не турки, мы кумыки и крымские татары. На что люди недоумевали. Сейчас вы говорите на казахском языке, вы только что говорили на турецком языке. Я говорю, нет, мы переходим из аугустской в кипчакскую норму, и мы можем делать так, что это будет больше понятно вам и меньше понятно туркам, и наоборот. Они были очень шокированы. Второй случай, когда в Стамбуле я был в гостинице, и мне в ресепшн позвонили местные кумыки, и я поднял, меня попросили к телефону, я подошел, начал говорить на кумыкском, говорю, и кладу телефон, и Тура мне на турецком говорит, что у вас прекрасный казахский язык, что я говорю, это совсем не казахский язык, это кумыкский язык. Он говорит, а где вы турецкий выучили? Я говорю, турецкий никогда не изучал, это кумыкский язык. Я могу переходить из кипчакской нормы в аугустскую, и вы прекрасно будете меня понимать. И я вас тоже понимаю. В общем, очень часто это тоже демонстрирует то, что мы между кипчаками и аугузами, причем так, что кипчаки считают, что мы аугузы, а аугузы считают, что мы кипчаки. На самом деле просто можно подбирать даже выражения и слова. У нас они, как правило, есть и аугузский вариант, и кипчакский вариант. И прекрасно говорить с разными тюрками, причем если турок и казах друг друга, скорее всего, даже если и поймут очень сложно, то у тюрков Северного Кавказа и Крыма с этим проблем не будет. И, собственно, я делал презентацию кумыков в Баку, где были представители тюркских общин всей Европы. И у нас была такая дилемма, какой же все-таки язык использовать, потому что, с одной стороны, английский, как бы язык более европейский, да, но люди, общины, которые были из постсоветского пространства, они, как правило, не говорят по-английски. Потом мы решили таким образом эту проблему. Я, по сути, выступал все время, повторяя то, что я говорю, то на кипчакской, то на аугузской манере. И таким образом получилось так, что и кипчаки, и аугузы прекрасно поняли, и в конце я получил очень огромное количество вопросов, что тоже подтверждает, что они на самом деле понимали, о чем я говорил и что я говорил. Дальше. Что касается описанности наших грамматик, это тоже вопрос языковых прав на самом деле, несмотря на то, что это звучит очень странно. Дело в том, что я обучался в школе, где кумыкский язык и литература преподаются как предмет на протяжении всего периода обучения, но мы обучались по таким книжкам, по которым, по сути, кумыкскими словами объяснялась грамматика русского языка, которая, мягко говоря, не очень похожа на кумыкскую грамматику, да, потому что тюркские языки — это вообще другая семья, другая группа, другие традиции, по-другому словообразование и так далее. Но наши учебники, как правило, это кумыкским языком русская грамматика. И, конечно, мы должны сегодня заняться тем, и занимаемся, мы создаем учебник, который более адекватно описывает грамматику кумыкского языка, где, например, времена глаголов, конечно, представлены не как в русском языке, прошедшее, настоящее, будущее. У нас есть прошедшее, продолженное, настоящее, продолженное. Есть перфектные времена, да, вот как в германских языках, такая же, по сути, система, потому что мы не можем сказать, что у нас одно прошедшее время, потому что у нас их как минимум 3. Дальше.
Вот, собственно, вы можете посмотреть на то, как образуются слова. Мы взяли просто два обычных слова. Ищ, наверное, вы знаете, что такое эта работа. Туз – это соль. И, соответственно, как образуются слова. Ищ, ишле – это повелительная форма работой. Ишлеме – это не работой. Ишлеме не работает. Ишлеме я работаю. Ишлеме я не работаю. Да? То есть вы можете сравнить с татарским языком. Да. Ну, логика, в принципе, одинаковая. Следующий слайд. По большому счету, в силу того, что у нас с крымско-татарским языком есть проблемы в плане определения количества носителей, поэтому мы ставим здесь примерный знак. Примерно на вот этих языках говорит 1,5 миллиона человек. Это не маленькое число, даже если сопоставить, опять же, с европейскими языками, региональными или языками национальных меньшинств. Это просто огромная цифра, потому что в Германии сорвов, например, 60 тысяч всего. И они имеют свою газету, они обладают определенными языковыми правами в образовании и так далее. А цифра 1,5 миллиона – это что-то просто нереально огромное для европейского понимания, что такое вся Черногория – это половина всего лишь этой цифры. Ну, для того, чтобы понимать. Дальше. А здесь вы можете сравнить кумыкский, крымско-татарский и ногайский. По большому счету мы просто брали bu canı ve kanlı bir halk, dilde, kanda ve madaniyatta birlik. Я думаю, что татарской общественности не нужно это переводить, потому что, по большому счету, я думаю, что в татарском это звучит примерно так же. Обратите внимание на то, дело в том, что все эти языки пишутся на кириллической основе. Официальным алфавитом является кириллица для кумыкского, карачаево-балкарского, даже крымско-татарского. Но здесь есть вопросы. Дело в том, что карачаево-балкарский даже по тому, как смотрят на этот язык государства, рассматривается как один язык, карачаево-балкарский, не как карачаевский и балкарский, а карачаево-балкарский. Но при этом эти языки, конечно, вообще практически невозможно отличить. Это вот как какие-то фонетические особенности есть различия. Но при этом у карачаевского один алфавит, у балкарского другой алфавит. Хотя оба на кириллице. То есть одни и те же звуки обозначаются разными знаками. И это, конечно, огромная проблема не только для карачаево-балкарского. Я вообще считаю, что тюркские языки России должны так или иначе унифицировать свой алфавит, будь то на кириллице, на латинице и так далее. Потому что это нам даст возможность, во-первых, не уходить друг от друга слишком далеко, и в фонетическом плане, и в целом с точки зрения развития языка. И это позволит более скоординированно действовать в наших устремлениях, развивать наш язык в плане, допустим, словообразования и так далее. Следующий слайд. Дальше. Ну, это разные высказывания о том, чем являлись наши языки. Я напомню, что дело в том, что до прихода русского языка русский язык, по сути, по факту начал более или менее хорошо распространяться только в 20 веке. То есть до этого, конечно, все эти народы Северного Кавказа как-то друг с другом общались. И основным языком, конечно, был тюркский язык. На Северном Кавказе, особенно такой в
в части восточной, центральной и западной это был больше кумыкский язык, на просторах Южного Дагестана это был больше азербайджанский язык, то, что мы сегодня называем азербайджанским, но тогда и тот, и другой звучал тюркским или татарским. Нас называли татарами. Вы, наверное, вы точно читали русскую классику XIX века, где очень часто герои Белла, например, общаются на татарском языке, и потом внизу даются ссылки на перевод с кумыкского языка. В принципе, я считаю, это моя личная точка зрения, я не могу отвечать за весь народ, но мне кажется, что этот подход вообще был бы идеален даже сегодня, если бы все тюркские народы так или иначе, как общую такую идентичность, взяли бы название татарин, а вариации языка они могут быть разными в разных регионах. Почему нет? Там кумыкский вариант татарского. Почему нет? Для меня это никак не является уничижительным или, более того, это наоборот прагматичный подход к делу. И есть, собственно, татарский в таком виде и существует. Есть казанский татарский, есть сибирский, есть крымский татарский, мещарский татарский. Кстати, мещарский самый близкий к кумыкскому языку из татарских вариаций. Дальше, следующий слайд. Собственно, о нашей письменности мы сначала писали, я думаю, как и вы, на джаме, на арабской вязи, которая была адаптирована для тюркских языков. Следующий слайд. Потом перешли на латиницу. Это, по сути, 20-30-е годы 20 века. И дальше, следующий слайд. Дальше кириллица. С кириллицей у нас большие проблемы, потому что обратите внимание на то, как выглядит наша кириллица, и вспомните теперь татарскую кириллицу. Это две разные вещи. Хотя звуки одни и те же. Но в кумыкском языке это просто недоработанный алфавит, на котором мы уже целый век пишем. Дальше. Что мы предлагаем для развития нашего языка? Мы делаем довольно много проектов в сети, потому что сегодня, к сожалению, я вот в аудитории тоже не вижу совсем молодых активистов татарских организаций. Это очень плохо, потому что у нас, когда мы делаем мероприятия, наоборот, взрослых не хватает, у нас обычно молодые приходят. И с точки зрения развития языка, это прежде всего, конечно, аудитория молодая, и это сети. И мы делаем такие проекты, как Kumuk Görüş. Я повторюсь, несмотря на то, что у нас официальным алфавитом является кириллица, для сетевых проектов мы создали свою латиницу, которая отличается еще и от той латиницы, которая у нас была, потому что мы считаем, что она тоже не в полной степени отражает нашу звуковую систему. И мы создали вот этот новый наш латинский алфавит, который мы используем для сетевых проектов. Почему для сетевых проектов? Во-первых, сетевые проекты не имеют географических границ. У нас есть огромное количество соотечественников вне России. То есть есть в Турции большая диаспора, есть в целом на Ближнем Востоке, есть и в Европе, которые, конечно, не знают, что такое кириллица. Это один момент. То есть так или иначе мы должны держать свою диаспору под своим влиянием, потому что они не должны уходить, они не должны растворяться, допустим, в той же Турции около 100 тысяч только кумыков, а про крымских татар я вообще молчу, там миллионы крымских татар. И, конечно же, нужно своих соотечественников держать максимально под влиянием и очагом нашей культуры, нашего языка должна оставаться Россия, и не должно быть наоборот. Поэтому для этого мы должны выработать правильные инструменты, которые будут восприниматься ими.
Дело в том, что с тех пор, как мы запустили этот сайт, у нас посещение не из России, просто огромными темпами растет. Мы вчера создали транслит, то есть можно кириллический текст просто вводить, и он превращается в латинский сразу за несколько секунд. И теперь мы будем более активно делать не только кириллические тексты, но и латинские, я имею в виду с точки зрения алфавита. И это нам позволит играть вот эту мостовую роль, да, во-первых, между нашей страной и между нашими соотечественниками. И в этом смысле тоже такой довольно прагматичный подход. Следующий слайд. Это что касается наших СМИ. Государственная газета Республики Дагестан, главная газета на кумыкском языке, это Юлдаш. Кстати, в Мордовии есть татарская газета под названием Юлдаш. Прям газеты сестры или братья. Дальше. Вторым таким названием кумыков после названия кумуклар, наверное, является слово культура, потому что в Республике Дагестан, да и вообще на Северном Кавказе, кумыки ассоциируются прежде всего с этой сферой. Чуть ли не лучший театр Северного Кавказа, лучше Дагестана точно, это кумыкский театр, вот он, собственно. И в кумыкском театре он чем отличается? Там ставятся пьесы не только кумыкские, но на кумыкском языке мировые какие-то пьесы. И он довольно развит, он часто гастролирует по тюркскому миру, и часто бывает, кстати, в Казани, бывает в Турции, и очень часто выигрывает разные конкурсы, фестивали театральные. Даже русский театр Дагестана возглавляется кумыком. В этом смысле, да. Следующий слайд. Это, собственно, спектакль, да. Следующий слайд. Что мы еще делаем в сети? Это, вы, наверное, знаете, что такое ВКонтакте.ком. Это социальная сеть. Мы ее, весь его интерфейс переводим на кумыкский язык. Опять же, так как это сетевой проект, на своей латинице. Но отличительной чертой этого подхода является то, что мы не берем, допустим, вообще англоязычные слова, оставляем только в крайнем случае. И очень часто это какие-то арабизмы, которые уже очень сильно осели, укоренились в кумыкском языке. Но что касается латинских терминов, мы их избегаем. Это же русизмы исключили фактически все. Например, как вы думаете, мои аудиозаписи, какой из этих? Вот с левого... Академик. Сессия Зувара, да. Сессия Зувара — это мои аудиозаписи. То есть вот это, собственно, интерфейс, который мы переводим каждый день. На сегодняшний день 67% лексики ВКонтакте.ком переведены на кумыкский язык. И следующим проектом станет facebook.com. Дальше. Вот так выглядит наш латинский алфавит сетевой. Мы туда включили даже буквы, которые представлены исключительно в иноязычных словах. Например, буква «Ц», которого нет в кумыкском языке изначально. Где он сейчас есть? А он есть у нас. Что? Ц где? Первая строка перед последней буквой. Си с таким... Честь, я вижу, Ц, он Дж написан. Следующий момент. Отличный момент. Да. Дело в том, что когда мы продумывали этот алфавит, но мы... в казахских татар нету, а в Бичар это есть. Вот. Дело в том, что когда мы продумывали этот алфавит, мы думали не только о кумыкском языке. Они игнорировали. Дело в том, что, скажем, есть балкарский диалект, который цокает. Да? Есть азербайджанский диалект, который цокает. И нам бы хотелось, чтобы в сетевых проектах другие народы тоже использовали именно этот вариант. И чтобы вот этот алфавит, который мы предлагаем,
он, по сути, гораздо шире, чем кумыкский алфавит. И в этом смысле как бы пользуйтесь. Там даже есть G и Ж как отдельные буквы, потому что в кумыкском языке, в кириллической ее версии, это всегда буква Ж, но где-то читается как Дж, где-то читается как Ж. Мы решили уйти от этого, чтобы максимально упростить процесс. Вначале у нас идет вот G как C, а в остальных позициях идет G как J. Дальше. Есть там И краткое, это А и без точки. А с точкой это И. Вы имеете И краткое, все. Это Y, да? То есть как Y. Это как... У нас Дальше что мы делаем? На самом деле секрет всех этих проектов заключается еще и в том, что параллельно создавая термины, такие как сессия Азулара и так далее, мы это все аккуратно фиксируем в отдельные файлы. То есть у нас уже накапливается там IT-лексика кумыкского языка, там, общественно-политическая лексика кумыкского языка. То есть мы уходим от иноязычных слов, создаем новые слова, но принцип такой, что человек, прочитав этот термин, он должен так или иначе понять, о чем это, никогда не видя этот термин. То есть то же самое, как сессия с Азуларом, да? Понятно, что имеется в виду, ну, может быть, не точно переведут люди, но люди точно поймут, о чем речь. Поэтому по этому принципу создается огромное количество слов, и с течением времени мы хотим сделать словари, выпустить словари, и в том числе электронные, потому что Кырыш мы туда нанизываем все электронное, да? То есть транслит там теперь, дальше будет словарь, где можно будет вот эти все термины видеть и с русским переводом, может быть еще и с английским. И мы делаем этот учебник кумыкского языка, который мы создаем уроки и сразу проводим апробацию на нескольких кумыкских группах, которые изучают кумыкский язык, объясняем людям, которые никогда там, не слышали, не видели. К нам приходят русские, армяне, там, разные национальности, изучают кумыкский язык. И когда они приходят люди, абсолютно не знакомые с кумыкской грамматикой, это идеальная группа для того, чтобы понять, что нужно менять в учебнике. Потому что, так как это пишет человек, который говорит на кумыкском языке, он не всегда понимает, чего другой человек может не понять. Поэтому мы получаем кучу вопросов, потом мы дорабатываем каждый урок, и таким образом апробация проходит параллельно. Дальше. Я сейчас закончу. И чего мы хотим, по большому счету? Дело в том, что, как я уже говорил, кумыкский, карачаево-балкарский, ногайский, крымский, татарский — это такие островки в этом пространстве, где так или иначе окрашены разные цвета. Вы можете листать, чтобы увидеть, что мы хотим сделать с этим регионом. Идея заключается в том, чтобы не навязывать никому свой язык. Но когда мы начали здесь заниматься своим языком и популяризацией кумыкского языка, и, скажем так, кавказского и крымского тюрки, мы столкнулись с тем, что на самом деле гораздо лучше работает, когда мы создаем мотивационный лист. То есть мы создаем определенное количество аргументов, почему нужно знать этот язык. Во-первых, у нас есть момент переходности, да? То есть кыпчакское и урусское. Вы выучите турецкий, вы никогда не поймете казахов. Вы выучите казахский, вы не поймете турецкий. Вы учите кавказский тюрки, вы поймете и тех, и других. А для людей довольно предприимчивых на Кавказе это такой хороший фактор, потому что очень часто люди ездят, допустим, в Азербайджан,
у них есть какие-то торговые отношения, не обязательно кумыки. Если у них будет определенный минимум знаний по, скажем так, кавказской натурке, то это тоже определенный прагматический. Да? И таким образом нам бы хотелось, чтобы не только кумыки, но и не только сами этнические группы, но и представители других этнических групп брали его как третьим языком. Потому что, понятно, что они его идеально не выучат, но определенный минимум для такой минимальной коммуникации, я думаю, что это возможно. И таким образом, с течением времени, вот эта вот полоса, она так или иначе может рассматриваться как зона влияния определенного языка, определенной культуры. Но при этом это делается не навязчиво, это не навязывается со стороны государства. Это делается при помощи мотивационных моментов. И вот вы можете пролистать слайды, и вы увидите, как этот регион может поменяться с точки зрения языка. Дальше. То есть это может быть такая зона, где первым, вторым или третьим языком может быть наш родной язык. И в этом смысле нам бы хотелось очень активно работать с сетями и как можно больше выводить наш язык в такие пространства, которые ассоциируются с современной жизнью. Это сети, это общественно-политическая лексика и общественно-политическая сфера. Поэтому вот такая работа ведется. И касательно все-таки правовых инструментов, дело в том, что Российская Федерация, как вы знаете, является членом Совета Европы. При вступлении в Совет Европы Российская Федерация обязалась ратифицировать определенное количество конвенций. И там есть конкретные конвенции. Одну конвенцию, которая защищает права этнических меньшинств или коренных народов, скажем так, потому что не все народы предпочитают название национальное меньшинство. Мы даже в ходе этого проекта придумали по-английски новый термин co-nations, да, то есть люди, которые вместе создавали, этнические группы, которые вместе создавали государство. Есть среди этих конвенций Европейская хартия региональных языков или языков национальных меньшинств. Это реальный инструмент, который работает в большом количестве европейских государств. Российская Федерация подписала конвенцию и подписала обязательство ратифицировать. Но, к сожалению, с тех пор прошло огромное количество лет уже, но мы изучили ситуацию в России. По большому счету, мое личное мнение, в принципе, ее положение можно подобрать под каждый язык. То есть понятно, что для татарского языка в Татарстане это будет определенное количество положений. Для татарского языка в Мордовии это будет немного другой набор. А сама конвенция, она создана именно таким образом, что ее положение подбирается под каждый язык, под каждую языковую ситуацию. Поэтому мне кажется, что мы как общественность, которая занимается защитой наших родных языков, мы более активно должны требовать от государства, чтобы государство соблюдало, во-первых, те обязательства, по тем конвенциям, которые уже ратифицированы. Это рамочная конвенция о защите прав национальных меньшинств, это тоже Совета Европейская конвенция, и специальная конвенция по защите языков национальных меньшинств и региональных языков. Это, собственно, хартия региональных языков или языков национальных меньшинств. И мне кажется, что татарская общественность даже в ходе обсуждения этого процесса федеральными властями, она была не столь активной, как хотелось бы. И в этом смысле нам, конечно, нужно более скоординированно действовать для того, чтобы мы вместе предлагали
государству, как решить нашу языковую проблему, потому что это действительно является проблемой. Спасибо. Спасибо за интересный доклад. Хотя, конечно, Рамазан очень сильно ударился в методику, а здесь нужно было действительно больше обрисовать проблему. Здесь вот нет, это интересно. Значит, вот еще был вопрос по уйгурам. Значит, ну, несколько слов скажите, вот какие, значит, это самое, что они Я думаю, что группе представляют. с уйгурами немного другая ситуация. Это не кыпчаки и не уйгузы, это карлуки, карлукская подгруппа тюркская. Но по большому счету это тоже в определенной степени это такая смесь уйгузов и кыпчаков. Потому что, с одной стороны, они ёкающие, с другой стороны, по структуре языка довольно кыпчакские. И в этом смысле, в принципе, уйгурский язык понятен. Но я часто общаюсь с уйгурами. Я вообще общаюсь со всеми, не только с тюрками, но с тюрками, как правило, на родном языке, потому что если мы не будем использовать родной язык, то другие уж тем более не будут использовать его. Мы должны подавать пример другим, и показывать, что как это хорошо говорить на своем языке, и чтобы они тоже... Но что касается уйгур, там, конечно, безумная просто ситуация, потому что там даже не столько с языковыми правами, то есть до этого еще люди не дошли, у них там дискриминация по религиозному принципу очень часто в Китае. Нет, но здесь вопрос по языку. По языку. Потому что там, если в политику удариться, ну, по языку я не знаю, что говорить еще. Я обозначил, куда он относится. Спасибо, да. Сейчас мы попросим Ахмеда Саттара, вопросы там потом. Это он торопится на Прежде всего, большое спасибо вам, дорогой наш соплеменник. Я вот дарю вам свою книгу на русско-татарском языке, тоже касается нашей литературы, культуры. Большое спасибо sizga zo'r rahmat. Siz bizga tumandosh holat bo'lish bilan sizga muxtaslik bisimli metodika bizga ko'rsatdingiz. Bizga Mishardagi, к сожалению, мы вот не дошли еще вот до такой методики познания своего мишарского диалекта. Так, вы короче, товарищи, у нас народ ждет. Спасибо, можете часами говорить. Меня дождали, но были у меня сегодня встреча в кино. Так, большое спасибо. Дело в том, что біздің Мишар халығы, мне кажется, им бәхетсіз. Чөнки бізге татар әдебиет тілін бірге жетін, чөнки біздің диалектіміз енді самобытный. Қазанда әдеби тілі. Шуңа күрә миңа да башка кешеләргә дә кем яза татар телендә җибәргә, бастырырга безнең шигырьләрне, безнең әдәбиятны бик җитен. Чөнки безгә босага куябызга ни телебез. Ну, мы же не виноваты, что нас... Мы же не виноваты, что нас... Хорошо. Мы же не виноваты, что у нас такой диалект. Но если посмотреть по карте, молодец, человек вам показал, я тоже такую карту делаю, оказывается, половина башкирских татар, астраханские, все поволжские татары, все это мишары. Мы кыпчаки. И так получилось, когда Золотая Орда разложилась, так, то Казанское ханство победило в борьбе за престол Золотой Орды. И нормой литературного языка стала, значит, Булгарстан, Татарстан. Так? А если бы это было в Астрахани или у меня в Саркаче, то мы бы издавали книги на диалекте, на котором больше всего татарский народ говорит, мишарский диалект, оказывается, еще кавказские племена, тюркоязычные тоже ближе к нашим, поскольку в нашей татарской империи преобладал мишарский диалект. Так что гордитесь этим делом. Но одна беда. Вот мы втроем подписали Мухаммед Афенди, Гайр Афенди. Мы подписали, в мае прошлого года подписали документ приостановить закрытие татарских школ Нижегородской области. Даже в моем районе закрыли 6 татарских школ.
Самая большая школа была там в моем родном селе, Кошко-Пожарки, где даже было на татарском языке, было училище на татарском языке. Оттуда многие вышли писатели из нашего училища. Так, к сожалению, мы писали и Путину, мы писали местной администрации, ничего не возобновило. Так, меня ответили, что вы написали неправильно, но там же были и подписи моих односельчан. Так, и учителя, около 40 человек, остались без работы. Так, и самую большую татарскую школу соединили русским спелом, где там всего было 1,5 человека, а у нас было 73 человека, это учеников. Так, и соединяют с русскими селениями. И теперь дети, маленькие дети должны ехать на автобусах так, в зиму в русские села. Это лом, это психологическая травма для детей наших. И я просил бы организовать специальную комиссию, конференцию по защите татарских школ Нижегородской области. Так, давайте соберемся и напишем резолюцию, напишем Путину, министра образования, так, чтобы восстановить. И только что после этого Путин выступает и дали 5 миллиардов рублей на поддержку сельских школ, куда и мы попадаем. В Сергашском районе, в моем районе, закрыли 6 татарских школ. Так, вот это беда. Ну, заканчивая наше маленькое посвящение. Так, дорогие друзья, мы поклонимся этого человека, который создал первое татарское общественное движение Туантель, это Галимов. Да? И спасибо Амиру, который продолжает это великое дело. Мы еще осуждаем, что не было дома, а мы уже существовали, первые люди, прошли все эти кордоны. Так, вот посвящение нашему Галимову. Татар-теле, Yaşavi Tukay-теле, Fəni dünya göz aldında, Yaşavi Tukay-телем, Çal tarixinin dalasında, Til bergen bizge bilim, Şul tilimde, tuğan ilde, Minglep jırlar yazılgan, Sabı şaktan canға singen, Yüreğime qoğulgan, Tatar-теле, Duslık-теле, Küp tillerini yaklagan, Tatar-теле, Xanlar-теле, Zor tillerden kalmagan, Yüz tillerge büyseler de, Yaşavi Tukay-телем, Bite diye bizeler de, Yaşavi Tukay-телем, Kolgali Tukay-телем. Rahmet. Сейчас Прошу прощения, я еду на съемку, я снимаюсь в кино, снимается фильм Хан Мамай, я там советником играю. Удачи. Спасибо. Удачи. Спасибо. Уважаемые участники конференции, ну, вы сейчас выслушали достаточно такой продолжительный доклад наших кубыкских братьев, такой даже научный доклад. То есть вы сейчас можете определить, что у нас мы здесь не одни татары, у нас много родственных народов. И вот теми цифрами, которые я буду апеллировать в своем выступлении, вы смело можете 1,5 миллиона добавлять. Но прежде всего я хотел напомнить то, что я вначале говорил, что эта конференция посвящена, как уже я уже говорил, 4-ю конференцию мы проводим такого рода, Международному дню родного языка, учрежденному решением 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и отмечается 21 февраля с 2000 года с целью защиты языкового и культурного многообразия. Также я хочу в своем докладе остановиться на проблемах сохранения татарского языка. Татары – это вторая по численности нация в Российской Федерации, населяющая территорию нашей России с древнейших времен по сей день. По оценкам ЮНЕСКО, половина из 6000 языков мира находится под угрозой исчезновения. В 2009 году ЮНЕСКО признала 136 языков на территории России, находящихся под угрозой исчезновения. Правда, татарский язык указан как благополучный, а, например, чеченский вызывает опасения. Я с этим не соглашусь, поскольку я знаю, что каждый чеченец практически чуть ли не с рождения знает свой родной язык, а вот татарский
действительно находится под угрозой исчезновения. Я сейчас вот покажу некоторые цифры, скажу. Так называемый порог опасности, это термин ЮНЕСКО, по данным ЮНЕСКО, возникает тогда, когда родной язык перестают изучать более 30% детей, и, по мнению специалистов, процессы эти необратимы. Сегодня, согласно официальным данным, татар в Москве, ну, это официальные данные, где-то 166 тысяч человек. 166 тысяч человек, это официальные сведения. Но это официальные сведения. Мы считаем, нет, это официальные сведения Роскомстата. Но они нас обманывают. Мы считаем, да, что татар больше. 300 500, есть активисты, которые считают, что у нас миллион татар. У нас около миллиона. В 1980 году. Ну, миллион это с натяжкой, Официально было Я уже миллион. считаю, оптимистичные сведения. Во всяком случае, но даже если мы возьмем цифру 166 тысяч, даже мы возьмем официальную цифру, вот, в Москве примерно всего жителей где-то около 10 миллионов. В среднем, если мы возьмем четверть от населения учащихся, ну так в среднем, если статистическая семья, если от 160 тысяч взять 25%, это где-то 40 тысяч человек. От 40 тысяч человек это 12 тысяч учащихся. Ну, примерно, может быть, 10 тысяч у нас должно быть учиться. Если даже у нас, если мы считаем, что у нас 166 тысяч, а если мы считаем больше, значит у нас больше должно учиться. А сколько в Москве реально учится? Всего учащихся в Москве татарскому языку не более 500-600 детей. Человек. Ну, давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Да, вот я вот вам скажу сейчас. В школе 1186 татарским этнокультурным компонентом, который, по-моему, единственный остался в Москве. В среднем, это на сайте этой школы указано, в среднем 450-430 детей. Каждый год там на несколько человек меняется. Из них 300 москвичей, остальные мигранты. Национальный состав татар только 40%. Это официально на сайте, у них школы повешено. То есть это 260 человек обучается в татарской школе с этнокультурным компонентом, этнокультурный компонент. 30% остальные составляют русские, киргизы, 30% русские, а остальные киргизы, азербайджанцы, узбеки и так далее. Я это взял с официальной страницы школы в интернете. Есть еще дошкольное отделение номер 13, это бывший детский сад 318. Там 6 групп. И есть еще дошкольное отделение Каяш в Юго-Восточном округе. Это бывший детский сад 2497. Сейчас они все преобразовались. Там 5 групп. Ну, если так, там цифра не указана, сколько именно детей там обучается. Если в детском саду они не обучаются, воспитываются, но на всяком случае, если по санитарным нормам, то группа в детском саду не более 25 детей. Ну, соответственно, 150 и 125 в этих детских садах, где-то 275 общая цифра, пусть 200 детей татар учатся. Потому что я еще помню Соня Сафина, вот 318 детских садов, она до сих пор возглавляет это учреждение, она говорила, что у нас не только татары, у нас очень много и узбеков, и таджиков. Ну, берем 200 татар. Получается, вместе с школой 460 детей, пусть еще где-то на курсах где-то еще 100 человек. Я знаю, в доме Асадалаева не так много учится, я прекрасно эту ситуацию знаю. Вот, то есть вот такая цифра получается, по Москве не больше 500-600 человек обучается. Так вот, так называемый порог опасности в Москве по татарскому языку превосходит более чем 20 раз. То есть татарский язык в Москве исчезает. Не только, но я говорю московские цифры. К сожалению, положение с сохранением родных языков, обучением на родных языках, это уже как бы я в общем, в России не улучшается, наоборот ухудшается. Раньше мы более оптимистичные цифры как бы показывали, до 1000 человек показывали в Москве учащихся, но цифра, к сожалению, сокращается. У нас было даже, по-моему, 2 или 3 школы с татарским этнокультурным компонентом, хотя татарский этнокультурный компонент тоже не отвечает всем требованиям, но хотя бы это тоже нет.
Несмотря на то, что еще 25 октября 1991 году была принята декларация о языках народов России, это Верховный Совет РСФСР, Ельцин принимал такую декларацию, где указывал, что исчезновение языка, в котором заложена своя особенность мировосприятия, является катастрофой как для мировой культуры, так и для каждого из нас, что с языком тесно связано мышление и восприятие мира. Но, к сожалению, эта декларация остается только декларацией, не претворенной в жизнь с тех пор. Можно упомянуть еще один факт, говорящий о том, что как работает эта декларация. В столице страны, Москве, почти уже 75 лет, это примерно после Великой Отечественной войны, для порядка, мы так считаем, около 2 миллионов постоянно растущего, будем так говорить, не русского, тюркского населения, как не было, так и нет ни одного детского сада с воспитанием именно на родном языке. Потому что эти все детские сады с этим культурным компонентом, дальше я скажу, они не совсем отвечают требованиям. То есть существует только так называемый культурный компонент, и то в мизерном количестве. Примерно 26 учебных воспитательных заведений, но это на нерусское население, где учатся, воспитывается не менее 4000 русских детей. Это, конечно, ни в коем мере не заменяет собой воспитание обучения на родном языке, как это и есть для русских. А ведь до революции в Москве были школы с обучением на родном языке, и немало, и многих национальных общин. И татар, вы знаете, дом Асадулаева является памятником до сих пор, что там была школа. Помимо вышеупомянутой декларации, я позволю вам напомнить, что у нас есть Конституция, основной закон Российской Федерации, который закрепляет в пункте 26, в статье 26 пункт 2, каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка, общения, воспитания, обучения, творчества. Статья 68 пункт 3 гласит, что РФ гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития. И статья 90 пункт 3 указано, что указы и распоряжения президента России не должны противоречить Конституции РФ и федеральным законам. Так вот что гласит действующая Конституция в плане защиты прав народов страны, в том числе языковых. Но, к сожалению, эта Конституция не уважается теми, кто ее должен был бы свято чтить. Ее статьи на деле грубо противодействуют и статьям об образовании на родных языках и национальных народов РФ. Более того, сам президент России, если так и не став в этом вопросе гарантом Конституции, а попирает ее, подписав в декабре 2007 года федеральный закон, пресловутый так называемый 309 федеральный закон, который противоречит не только Конституции, но и рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, которые ратифицировала Россия в июне 1998 года и вступила в силу для РФ 1 декабря 1998 года. Европейская хартия о региональных языках меньшинств, которая подписана Россией 10 мая 2001 года. Декларация ООН о правах коренных народов, которая принята 13 сентября 2007 года. В газете «Звезда Поволжья» в декабре 1997 года бывший депутат Государственной Думы Фантас Сафиуллин писал о 39-м законе. Принятие закона, направленного на выдавливание системы образования родных языков и самобытных национальных культур, выглядит как вызов всем нерусским коренным народам России, как провоцирование обострения межнациональных отношений в РФ, и это так называемом правовом государстве. На третьем съезде Всемирного конгресса татар наш президент, нынешний Путин Владимир Владимирович, говорил: полная дурь и бред, если кто-то где-то запрещает национальной стороне изучать родной язык или препятствует этому. Абсолютно недопустимо, вредно для страны в целом. Россия сосредоточие такого национального, культурного, языкового богатства, которого в мире нигде нет. В этом как раз сила нашего государства. Ну и Фантас Сафиуллин, там же в «Звезде Поволжья» пишет: претворение в жизнь этого закона 39-го роняет авторитет, честь, достоинство РФ, становится долгосрочным фактором дестабилизации межнациональных отношений в РФ. Это примерно все это в то же время после принятия.
Для официально числящихся в Москве по переписи населения, как я уже говорил, 166 тысяч человек, это официально. В Москве всего одна школа и 2 детских сада с татарским культурным компонентом, охватывающим примерно 160 воспитанников, обучающих детей. И ни одного, конечно, учебного заведения на родном языке. Так что в Москве ситуация достаточно плачевная. По рекомендации ЮНЕСКО в современном мире необходимо знание по меньшей мере 3 языков. Имеется в виду обучение в дошкольной, начальной, младшей школе на родном языке. В некоторой степени изучая государство. Затем в старших классах школы, продолжая обучение на родном языке, обязательно включение в школьную программу наряду с государственным не менее одного иностранного. Это культурный компонент, как пишет лингвист Хасанов из Москвы, только для воспроизводства родного языка в потреблении в сфере семейно-бытовой и внутриэтнической, то есть в ограниченном объеме. Как пишет лингвист Выгодский, усвоение другого языка в развитии ребенка опирается на известный уровень знания родного. Каждый человек, каждый народ наделен особыми правами, которые определены самой природой, то есть естественными правами. Это право на жизнь, на любовь, на продолжение рода и так далее. Язык и свободное продолжение, и свободное пользование им, как устным, так и письменным, относятся к таким неотъемлемым правам человека и народа. На встрече с членами Совета по науке и образованию 21 января этого года президент страны Владимир Путин заявил, что Ленин и его соратники, это цитата, заложили атомную бомбу под здание, которое называется Россия. Она и рванула потом. Так вот, я хочу добавить, что Ленин подложил бомбу не только под Россию, а и под нас, под татар, в 1920 году создав своим декретом Татарскую автономную республику в составе РСФСР. Не так давно в средствах массовой информации появилась информация о том, что известный олигарх Алишер Усманов подарил русскому географическому обществу более 70 уникальных карт России 14-19 веков. Это все эти карты, они размещены в интернете. Если посмотреть вот одну из карт 1754 года, через всю огромную территорию Российской империи, вплоть до Тихого океана, включая Монголию, Дальний Восток и так далее, идет надпись крупными буквами «Гранд Тартария», то есть Великая Тартария. Еще на одной карте 18 века, западнее Волги, мы видим европейскую Московию. Вся гигантская территория восточней Волги обозначена крупными буквами так же, как Гранд Тартария, то есть Великая Тартария. Кстати, на территории Российской империи мы видим еще много других татарских областей. Независимая Тартария, Китайская Тартария, Тартария около Тибета, Малая Тартария, Крым, юго-восток Украины, тоже обозначены как Тартария. Карта изготовлена в Париже в 1670 году. Но наша сейчас задача не выяснение исправления исторических искажений, а то, что вся наша история, вся наша страна, и есть на самом деле это Республика Татарстан, которая сейчас занимает только, вот если посмотреть на карту России, только очень ограниченную такую локальную территорию. И для того, чтобы нам, как говорится, татарам, численность татар в России составляет более 5,5 миллионов человек. Это где-то 4% населения. Являясь второй по численности народностью в Российской Федерации после русских. В самом Татарстане... 21 миллион, но об этом не пишут. Ну, я пользуюсь цифрами, которые, да, официальные, наверное, и больше, может быть, да. В самом Татарстане почти 4 миллиона жителей, из них татары составляют около половины населения, 53%, около 2 миллионов человек. 3,5 миллиона живет вне Республики Татарстан. Да, в Республике Татарстан у нас, в принципе, все нормально. Там государственный язык татарский, там ведется обучение в школах на татарском языке, но это только для 2 миллионов человек.
чуть меньше. А вот для остальных это для нас проблема. Даже татарский язык, если взять по диалекту, делится западный мишарский, средний казанско-татарский, восточный сибирско-татарские языки. Даже вот по языку можно судить о географии татар. И вот у нас московские, даже и российские чиновники, прямо скажем, имеющие не очень глубокие познания в истории, прямо говорят: ваша родина, мол, Татарстан, и все вопросы спорные решаете среди татар должны решать представители республики или в республике Татарстан. Я сам лично неоднократно это слышал. Хотя в большинстве своем татары не имеют отношения к самой республике. Вот, например, когда произошло присоединение Крыма к России, разруливать так называемый татарский вопрос, послали чиновников из Татарстана. Туда один за другим ездили вот, до президента республики. В итоге чуть ли не весь меджлис под запретом сейчас. И прокурор Крыма Аполлонская требует вообще запретить этот меджлис. То есть все равно, что признать Всемирный конгресс татар террористической организацией. То же самое сейчас происходит в Крыму. Я все это говорю к тому, что нам необходимо как бы условно раздвинуть границы Республики Татарстан на всю территорию России. Я вначале вот говорил, что есть Великая Тартария. Это было, можно относительно совсем недавно. Это карты 18 века еще. То есть понятно, что история была переписана, понятно, что все это умалчивается. Вот, историк наш, я правильно сказал, все это умалчивается. Но, к сожалению, я что могу предложить? Я, конечно, это мое мнение, мы об этом обсуждали в нашем обществе, Бугалтель, что территория, я считаю, что до революции существовала Казанская губерния. Ее территория была в 2 раза больше, чем нынешняя территория, почти даже чуть больше, в 2 раза больше, чем нынешняя территория Республики Татарстан. Вот у нас есть, вот здесь сидят представители, у нас есть партия Ватан, которая, я думаю, больше на четверть века, наверное, так уже борется за признание татарского языка вторым государственным языком. Но мы можем долго биться над этим, так как на территории России уже есть государственный язык татарский, это в границах Республики Татарстан. И мы вряд ли сейчас что-то добьемся. Как я уже говорил, вот, раздвинуть границы, переименовав Республику Татарстан, конечно, от татарина слышать это, может быть, покажется немножко диковато, но я считаю, что права татар надо уравнять на всей территории России. То есть я считаю, что Республику Татарстан необходимо, ну, может быть, в какой-то степени, как Крымскую, например, переименовать в Казанскую республику, или в Казанскую область, или в Казанскую губернию. Для того, чтобы и выступить с таким предложением о том, чтобы именно так как... Хорошо. Ну это понятно, да, но второй государственный язык татарский, мы вторая нация после русских. Мы имеем право на это, поскольку вот, опять-таки по данным ЮНЕСКО, более чем в 20 государствах несколько официальных языков. Вот, допустим, в Индии 19 официальных языков, в Южной Африке 11 официальных языков. Это где вот много. В Швейцарии 3 языка. 4. А Чили, да, 4 языка. Да. Кстати, до 1914 года на карте Российской империи не было ни одного этнического названия территории. А были Казанская, Ереванская, Черноморская губерния, Сугунский округ, Бакинская область и так далее. То есть я считаю, вот, советская власть, на заре советской власти, вот, как раз Ленин, может быть, и, если выражаться словами нашего президента, возложил бомбу. Вот. Тем более, что полномочное представительство Республики Татарстан в Москве явно дает понять, что республика не то, что не хочет, а просто не имеет права помогать или участвовать в деятельности татар в других регионах. О чем красноречиво свидетельствует официальный документ, который недавно поступил в адрес председателя местной национальной культурной автономии Северо-Восточного округа Шамиля Шабеддина. Вот он здесь присутствует.
я хотел бы некоторую цитату сообщаю вам, что в соответствии с положением о полномочном представительстве Республики Татарстан в Российской Федерации, утвержденным указом президента, сфера деятельности предприятия заключается в обеспечении взаимодействия органов государственной власти Республики Татарстан с федеральными органами государственной власти города Москвы и Московской области. То есть все. Повторяю, что полномочное представительство является бюджетным учреждением. Ну, Шамиль у нас обращался по поводу помощи в проведении праздника Сабантуй. В итоге в конце ему сообщают, что он больше с подобными не обращался. И возможных финансовых решений полномочное представительство переписку по данному вопросу прекращает. Хотя мы знаем, что предство участвует активно в проведении Сабантуев, Коломенского и других. Но это все зависит от людей. Так что вот, я думаю, не стоит себя обманывать, что мы так вот считаем, что Республика Татарстан чуть ли не суверенное государство. На самом деле это такой же один из субъектов Российской Федерации с одинаковыми правами, как у всех. Правда, имеющие право на национальный государственный язык в пределах региона. Кстати, там живут и русские, как уже сказал, практически половина населения русские, и есть в школах обязательное обучение татарскому языку, так как он второй государственный, то это некоторых, вот, я знаю, что вот, обращение было, ущемляет некоторое русское население. Ну, я читал сам лично. Только сулейман-раисский убийца татарской нации это делает. Враг татарского народа. Ну это да, мы на политике не будем останавливаться, вы мою идею поняли. Конечно, это мое предложение, я считаю, каким-то неким компромиссом привязываться к тому, именно к названию субъекта, чтобы оно было татарское, хотя татары больше всего живут по всей территории. Мы, конечно, не можем Россию переименовать Татарию, это утопия, естественно. Это утопия, на сегодня это утопия. Но сегодня это утопия. На мир есть Южная Осетия и Северная Осетия, и нельзя трогать Татарию. Это наш священный долг. Сохранять ее до последней капли крови. Вы выступите, да. До последней А что делать остальным татарам 3,5 миллиона, которые живут вне Республики Татарстан? Вне Республики Татарстан. Нужно будет, я тебя обойду керосиновый подожгу за Татарию. I love you like dream. Мама, Татария мать. Я люблю тебя, как мама, Татария моя. Очень хорошо, очень хорошо. Вы выступите со своей репликой. Хотя вы несколько лет назад совершенно другие вещи говорили. Ну ладно, это другой вопрос. Также я хочу теперь, чтобы остановиться коротко о национальных культурных автономиях. Вот не могу не упомянуть. В Федеральном законе о национальных культурных автономиях прямо в первой статье написано: национальная культурная автономия в Российской Федерации – это форма национально-культурного самоопределения, представляющая собой объединение граждан Российской Федерации, относящих себя к определенной этнической общности, находящейся в ситуации национального меньшинства на соответствующей территории. То есть, конечно, это закон, да. И мы представляем общественную организацию, которая не владеет никакими властными полномочиями, ни какими-то правами законодательной инициативы. Поэтому я согласиться с этим положением в этом законе, к сожалению, не могу. Я не могу считать, что татары являются находятся в ситуации национального меньшинства в России. Поэтому я в присутствии представителей общественности хочу сообщить, что я приостанавливаю свое членство, или где-то я являюсь даже какой-то организацией руководителем национальной культурной автономии, я приостанавливаю, я не буду больше участвовать в национальных культурных автономиях. Это не связано с моей деятельностью, с этой борьбой, но, во всяком случае, у нас есть татарское общество, достаточно у нас есть инструментов и материалов для работы. Как я уже говорил, это 4-я конференция, которую мы проводим нашим обществом. Первая была в 2007 году, вторая, подрядшая в 2008-2009 годах. Был вынужденный перерыв, связанный со смертью первого председателя нашего общества Равката Галимова, а также с попыткой наведения порядка в татарском культурном центре Дон Насудулаев. Прошли годы. Мы сегодня возобновляем и надеемся, что мы
этими конференциями дойдем до какого-то логического решения в этом вопросе. Мы хотим это превратить в некую площадку, чтобы здесь приходили люди и других, не только татар, и других вот народностей тюркских, которые тоже предлагали бы свои предложения. Нам надо, может быть, объединиться, тем более в том докладе, который вы прослушали, читал Рамазан, очень близко наши народы по языку, по культуре находятся, поэтому мы могли бы здесь единым фронтом выступать. Материалы предыдущей конференции, которые мы проводили в брошюрованном виде, мы их печатали в брошюрованном виде, разослали всем власти принадлежащим организациям страны, имеющим к образованию прямое отношение, с просьбой откликнуться, высказать свое мнение. Но никакой реакции, видимо, потому что общественная организация на стране, особенно национальная, ничего себе не значит, и их можно игнорировать. И вес, и авторитет равны нулю. Это бутафорские организации, как правило, создание которых допущено, видимо, для обмана общественности и мирового сообщества. В конце я буквально несколько слов хочу вам сказать. Родной язык не выбирается, не рождается, это язык мамы, а мама у человека любой национальности единственная. Изменится ли, что в этом деле государственное уважение к языкам своих сограждан в России, от этого сказать очень трудно, потому что, как говорили, умом Россию не понять. Поймет ли Россия тревоги своих нерусских граждан? Возникает вопрос, может ли человек считать своей матерью родину, страну и верно служить ей, которой нет не только свободы его родному языку душе, но и его язык всячески попирается. Не верится, что Россия жаждет новых потрясений, так издевательски относясь к национальным тягам своих нерусских граждан. Я закончил. А сейчас пришла моя очередь. Поэтому я не во всем согласен с Дамиром, не во всем. Yüreğimini kuşlarıma yamarlap düzem indi. Oylarımni gözlerimden okuysın sezem indi. Gafut ünmek kerakmi sen başkanın bakıtı. Aylarda yerdin adaşıp sanılan muhabbetim. Gafut ünmek kerakmi sen başkanın bakıtı. Aylarda yerdin adaşıp sanılan muhabbetim. Diktatörlü gözlerine aramasdan tırışan. Mini tügül taşını örten bir yakınlık araşın. Gafut ünmek kerakmi sen başkanın bakıtı. Aylarda yerdin adaşıp sanılan muhabbetim.
Sin başkanın vakı